Добрый день, уважаемые наши магистранты, уважаемый Владислав Валерьевич. У нас в гостях сегодня Владислав Валерьевич Левочкин, первый заместитель министра культуры и духовного развития, журналист, писатель и кандидат культурологии. То есть человек, который находится, скажем, почти что в самом центре, как мы называем, культурных индустрий нашей республики. Да? Человек, который созидает это, влияет на это. И я бы первый вопрос задал бы Владиславу Валерьевичу. Вот ситуация 2020, пандемия, ковид. Я знаю, что наши учреждения культуры, в принципе, встретили, можно даже сказать, в какой-то степени готовые были к такой ситуации в переходе на отдаленную, удаленную работу, да, например, это наша национальная библиотека. Но вот в целом, как бы вы охарактеризовали ситуацию, в которой оказались культурные учреждения вот в 2020 году? Пожалуйста, Владислав Валерьевич, вам слово. Спасибо, Олег Гаврилович. Мне очень приятно принять участие. Вижу знакомые лица, всех рад видеть. И кого-то вживую вижу в формате именно вещания, кого-то на аватарках. Большое спасибо за интерес к этой теме. И, пользуясь случаем, Гаврилович тоже благодарить. Олег Гаврилович является моим наставником вообще в творческой деятельности. И мое первое место работы было связано с редакцией журнала «Илин». Первое место работы именно связано с интеллектуальным трудом. Поэтому можно сказать, вот Олег Гаврилович меня благословил вот на, собственно, мою творческую стезю и вот дальнейшее профессиональное развитие. Это было уже достаточно давно, лет 20 прошло уже. И я, конечно, с большой радостью согласился принять участие вот в сегодняшнем занятии. И то, что касается условий пандемии, в которых мы сейчас работаем, конечно, они для нас очень необычные. И надо сказать, что мы неравномерно, конечно, к этому были готовы, поскольку отрасль культуры очень разнообразная, есть очень много различных направлений. Кто-то наиболее был готов к тому, чтобы перейти на новый формат работы, кто-то менее. Надо сказать, что наиболее, наверное, технически подготовленные как раз-таки библиотекари, люди, которые работают с текстами, с книжными фондами и вообще наиболее информационно подкованные специалисты. Да, вот именно это направление у нас очень большой популярностью пользуется, и у нас есть несколько прям прорывных достижений в 2020 году. Вы же помните, что мы стали самым читающим регионом, получили флагман именно лидера по чтению в Российской Федерации. И у нас появился вот Яндекс.Переводчик, это тоже уникальная такая технология, которая сейчас очень интересуются другие регионы, хотели бы ее тоже внедрять. И у нас большое количество модельных библиотек появилось, 10 новых модельных библиотек, которые предоставляют услуги по новому стандарту обслуживания. Поэтому можно сказать, что вот как раз-таки библиотечное обслуживание более подготовленным оказалось вот в новых условиях. Сейчас тоже у нас проводятся различные конференции, ВКС-конференции, в Zoom, и те встречи, которые организовывает Национальная библиотека, в том числе с известными писателями, вы, наверное, тоже там принимаете участие, проходят с очень большим количеством участников. Там буквально свыше 1000 человек подключается, очень большая активность, у всех очень большой интерес. Вообще возрос интерес к чтению. Тоже мы можем констатировать, у нас, допустим, в прошлом году мы превысили планку по предоставлению 3 миллионов изданий для наших читателей. То есть 3 миллиона изданий были предоставлены нашим читателям, и это как бы рекорд вот по последним годам. В то время, допустим, театральное зрелищное искусство, культурно-досуговые учреждения у нас только сейчас получили доступ работы со зрителями.
буквально неделю назад у нас вот изменился регламент по культурно-досуговым учреждениям. Театры немножко раньше получили в декабре еще такую возможность. И здесь, конечно, у нас вот есть определенные снижения темпов и по производительности, по вот созданию новых постановок и так далее. А кино тоже как форма, одна из активных форм культурных индустрий, в прошлом году тоже получила свою, свой следующий этап для развития. У нас очень много достижений, вы знаете, на фестивалях. 4 главных фестиваля пьедестал заняли наши якутские работы, и вот главный фестиваль российского кино «Кинотавр» тоже оценил работу очень высоко, 3 главных приза мы там взяли, вот наши кинематографисты, Дмитрий Давыдов, поэтому, конечно, вот в этом отношении тоже есть. Хотя пандемия очень негативно сказалась на самом кинопоказе. Здесь, возможно, у нас еще будут потери, мы понимаем, что, ну, как бы еще сейчас окончательный исход еще не совсем понятен, не совсем известен. Тем не менее, вот большой урон был нанесен, поскольку зрители долгое время не посещали. И сейчас есть такая еще, кроме того, угроза, что мы разучимся вообще ходить в кино, разучимся ходить в театры. Есть такая определенная угроза. Гораздо удобнее сидеть дома, да, и посещать виртуально все это. Но, конечно же, это не может сказаться благоприятно на развитии, дальнейшем развитии вот этих форм искусств. То есть, да, Владислав, то есть есть опасность, что все-таки после перехода на обычное наше состояние, так сказать, очное, живое общение, театры могут потерять часть своих зрителей, да, и особенно, наверное, это касается кинотеатров. Да, есть такая угроза, и дело в том, что, вот, допустим, кино – это ну, индустрия, которая нацелена на то, чтобы постоянно шло как бы приток дохода от видов деятельности. Кинопроизводители, они тоже, вот наши уже, допустим, якутские кинопроизводители, они уже специализировались на этом виде искусства, они больше ничем не занимаются, они только занимаются кино. И если они не будут получать доход какое-то время, то, естественно, им придется поменять сферу деятельности, придется свои команды, то есть расформировать. Часть специалистов вынуждена будет искать какие-то другие источники дохода, придется им перейти в другие сферы, допустим, деятельности. И такое есть у нас уже, допустим, артисты, которые долгое время сидели без работы, которые, ну, не работают, скажем, в бюджетных организациях, не получают гарантированную заработную плату, они стали придумывать какие-то другие вот формы дохода, вплоть до того, что там кто-то риэлтором работает, кто-то готовит что-то, какие-то продукты на разнос, вот, вплоть до такого даже доходит, поэтому, конечно, это может сказаться негативно. Ну, вот вы сказали, что чтение, да, вот показатели чтения, они все-таки, ну, как бы увеличились или, во всяком случае, мы отмечаем, что люди стали больше читать. И вот есть ли такие какие-то срезы, какую литературу больше читают вот, в 2020 году, в прошлом году? Да, Национальная библиотека сделала такое рейтингование. Самыми востребованными оказалась литература, ну вот, Далана, это связано с выходом фильма «Тыгын-Дархан». И вот надо сказать, что вот этот фильм «Тыгын-Дархан», он, конечно, для нас в какой-то степени даже спасение, что именно в этом году он вышел, потому что он возвращает зрителя в кино. Он как бы опять учит людей, чтобы встать, чтобы не искать какие-то пиратские записи в интернете, а для того, чтобы пойти вот в кинотеатр, со всеми посмотреть, принять участие в обсуждении, общественном широком обсуждении, да, которое очень активно проходит. И вот Тыгын-Дархан тоже возобновил и, ну, вот, поднял интерес именно к творчеству автора Далана. И тоже вообще якутская литература очень большим спросом пользуется в Национальной библиотеке.
сахароязычная литература, а также творчество Николая Лугинова. Рейтинг вот самых таких популярных книг, 3-4, по-моему, издания они назвали, и вот на своем сайте опубликовали. Это буквально недавно вышло. И ну, вот надо сказать, что, конечно, востребована у нас в Якутии наша национальная литература, поскольку она национальное самосознание развивает. И, конечно, в этом году вот как бы было на самом деле и возможностей, наверное, у людей больше, чтобы вспомнить классику, чтобы прочитать. Я даже по себе сужу, я тоже что-то смог открыть и где-то вот, по крайней мере, в празднике что-то почитать, как-то освежить свое восприятие художественной литературы. Ну, это очень хорошо, что, да, люди читают, как бы возвращаются к чтению, да, в какой-то степени. А, ну, это какая-то, ну, в общем, положительная сторона вот этой ситуации, да, когда мы сидим в самоизоляции и, в общем-то, чем-то надо себя занять. Но вот чтение – это выход, конечно же, да. А вот, Владислав Валерьевич, вот как бы вы оценили вообще журналистику Якутии? Потому что вы а, журналист и, скажем так, человек, который, в общем-то, добился успехов, вот как именно журналист. Вы э, несколько премий, да, получали, еще работая в газете «Якутия» и так далее. Поэтому, пожалуйста, вот ваша оценка журналистики, состояния журналистики. Олег Гаврилович, ну вот, конечно, в то время, когда я только начинал работать, мне очень повезло, поскольку я работал с теми людьми от средств массовой информации, которые впоследствии стали народными писателями, стали действительно вот очень заметными авторами на федеральном уровне, и в этом отношении мне очень повезло, я очень много от них делал, и как бы, ну вот в своей работе я придерживался принципов, наверное, классической журналистики, которая предполагает, ну, вот определенный такой подход, который подразумевает глубокое погружение. И, в принципе, я начинал в то время, когда еще не было распространения интернета большого, и любую информацию необходимо было открывать и книги, и посещать библиотеку, чтобы что-то наверстать, где у тебя пробелы, где у тебя нет каких-то сведений, какой-то информации в интернете, этого найти невозможно было. И, конечно, на глазах видно, как пополняется копилка интернета, там тоже как бы он не стоит на месте, он развивается, и появляется действительно все больше и больше информации, которая разнообразна. Я вот, пользуясь случаем, тоже хочу сказать о том, что вот этот период пандемии он нас научил также пользоваться возможностями интернета в плане вот развития и расширения своего кругозора действительно не ограничено. И в том числе вот обучение, повышение квалификации. На самом деле и многие учреждения культуры тоже пошли навстречу тем изменениям, которые произошли, поскольку, допустим, Большой театр, да, делал тоже такие трансляции своих спектаклей, и, конечно же, не каждый человек имеет возможность купить билет в Большой театр, да, нужно это признать, но зато есть возможность вот зайти в определенное время, посмотреть в Ютубе, на YouTube-канале в определенное время, вот как это происходит в Большом театре, как вот, допустим, спектакль там «Лебединое озеро», постановка Игоря Григоровича, и как это происходит на нашей сцене, можем сравнить, как-то проанализировать. Вот такие возможности у нас появляются. И, конечно же, если бы не было интернета, хотя мы все его ругаем, да, то, конечно же, не было бы таких возможностей. Что касается вот журналистики, то, конечно, сейчас журналистика – это прерогатива, в принципе, любого человека. Любой человек может поставить себе задачу заниматься журналистикой на таком обычном житейском уровне, заинтересовывать подписчиков, заинтересовывать своих читателей, свою аудиторию каким-то образом формировать.
Но это, конечно, не журналистика в классическом виде, поскольку журналистика – это все-таки был коллективный труд, и любого автора, который публиковался, он должен был пройти несколько кордонов проверок и корректуры и редактуры. И, допустим, в газете «Якутия», ежедневной общереспубликанской газете, там порядка 5-6 человек после того, когда ты сдал текст, еще проверяли. И находили там много чего интересного. Да, я, допустим, все свои ошибки я помню, которые у меня происходили в газете, потому что их невозможно забыть, когда там поступают звонки, и потом как бы начинается как бы разбираться в этой ситуации, почему это возникло, откуда и так далее. Поэтому, конечно, это коллективный труд, и за него ответственность несет, конечно, вся редакция. А то, что вот сейчас как бы развито, это больше блогосфера, это ведение каких-то вот своих социальных сетей. Ну, в принципе, замечательная трибуна. Любой человек, конечно, может транслировать, но транслировать он может все, что угодно. Все, что ему в голову придет, что полезно, все, что бесполезно. И, конечно, такой вот в классическом виде журналистики становится все меньше и меньше. И меньше доверия к этой информации, меньше, может быть, какого-то взаимного уважения. На самом деле, это как сфера, он провоцирует агрессивное поведение людей, да, то есть там есть возможность как бы скрыться не нести ответственность за свои слова, за свои поступки, распространять какие угодно сведения, и никто за это ответственность не будет нести. Поэтому в другое время мы живем, и, конечно же, нужны другие принципы нашего отношения к этой информации. Мы ей уже не настолько доверяем, как мы доверяли, допустим, газете. Если в газете написано, то что написано пером, не вырубишь топором. Да? А сейчас, конечно, это уже больше, что называется, не совсем умные мысли золотым пером в вечность, да, вписываются. И, конечно же, все это остается нашим потомкам. Как бы, не совсем такие веселые, наверное, размышления. Хотя, конечно, журналистика, она всегда нужна, она важна для общества, для людей, она позволяет вообще меняться обществу, и, в этом большая такая функция и задача, наверное, профессиональной журналистики. А вот, Владислав, как взаимодействуют учреждения культуры и журналисты? Вот, насколько вы довольны этим взаимодействием по освещению, по продвижению таких новых произведений, новых постановок? Вот, насколько это для вас, как бы востребовано, или сейчас больше учреждения занимаются сами продвижением своей продукции, своих произведений? Вообще, тоже важный такой аспект, и хочу сказать, что здесь, конечно, очень много зависит от того, как мы сами себя позиционируем, и информационная работа, которая ведется по нашей сфере, конечно, во многом зависела от меня, и когда меня брали, допустим, в Министерство культуры и духовного развития, как раз-таки это было то направление, которое я вел, и сейчас я тоже, конечно же, веду как специалист в этой области. И здесь, в этом отношении, мы все-таки всегда ощущаем и поддержку, и понимание со стороны коллег, вообще большое участие. И надо сказать, что вообще наша сфера, она формирует порядка 60-70% положительных вообще как бы информационных поводов. То есть все, что у нас хорошее происходит, как правило, в культуре, в искусстве. Все плохое мы как бы оставляем где-то за рамками. Конечно, какие-то проблемные вопросы мы стараемся не выпячивать, но все какие достижения, все какие победы, это все, конечно, у нас связано с искусством, с творчеством, с большой активностью общественной в этой сфере жизнедеятельности. И, конечно, мы всегда опираемся на наших пресс-секретарей, которые работают в каждом учреждении. И я вижу по последним тоже как бы моим личным наблюдениям, сейчас, в настоящее время, тоже у людей
возникла какая-то потребность вот последние годы, потому что, опять же, вот дефицит общения, да, все-таки, когда человек находится в замкнутом пространстве, да, весь день сидит в 4 стенах, то как бы, ну, людям не хватает общения, не хватает простого живого человеческого общения. И с этим, мне кажется, связана потребность в разговорах об искусстве, о культуре, и мы это наблюдаем. Вот достаточно включить телеканал НВК Сахан, там о спорте, конечно, тоже много всегда говорят, но о культуре тоже фактически там, ну, через раз, вот передачи там и наши гости, и мы сейчас активно начали готовить контент, поскольку у нас нет возможности проводить мероприятия публичные, да, то, что касается хотя бы вот наших государственных праздников, знаменательных дат, юбилейных дат деятелей искусства, мы все это начали проводить в форме телеверсий. То есть мы готовим телеверсии, которые дальше демонстрируют НВК Саха. Мы специально нанимаем специалистов, которые нам готовят эти телеверсии. И очень качественные передачи готовятся, которые действительно с воспоминаниями, с людьми, с архивными какими-то съемками, с записями новых интервью. Очень интересная подача, и всегда очень интересно смотреть эти программы, которые рассказывают о том, как было, как вот сейчас вот есть. И какой-то вот у нас отдельный такой даже жанр такой появился, телевоспоминаний. То же самое я, допустим, наблюдаю на радио НВК Саха, тоже у них отдельное такое даже эфирное время появилось под передачи для на тему о культуре, о искусстве, и приглашают гостей как раз-таки по этой тематике. Это, конечно же, очень интересно. И я вот, Олег Гаврилович, тоже смотрю с большим интересом ваши передачи. Наши деятели искусства сами тоже такие проекты начинают, запускают. Это, конечно, тоже ну, вот, потребность и высказаться, и быть услышанными, и потребность населения услышать, поскольку у людей действительно вот есть какой-то дефицит, скажем, ну, каких-то ценностей. На самом деле это дефицит ценностей. Люди тянутся к ценностям, нужно просто вот как людям помочь в этом. Наша задача. А вот, Владислав, с какими российскими средствами массовой информации тесно сотрудничает, ну, министерство, ваше учреждение? Вот я знаю, что телеканал «Культура», по-моему, на первом месте, да, и еще какие? И ваша оценка вот этого взаимодействия именно с российскими СМИ? Телеканал «Культура», да, вот подготовил цикл передач сейчас о коренных народах Якутии. И вот, по-моему, один уже выпуск транслировали, другой, два еще готовы к выпуску. И очень хорошая оценка идет от Министерства культуры. Мы прямо даже вот общались с начальником одного департамента, который действительно видел эту передачу, очень поражен, впечатлен. Телеканал «Культура» всегда поддерживает наши инициативы, и к нам у нас были тесное сотрудничество с несколькими различными съемочными группами этого телеканала, и они к нам приезжали, снимали цикл, был цикл передач «Письма из провинции», и ну, вот по другим циклам тоже вот именно по тематике нашей культуры, в том числе, допустим, ну, всегда очень интересуется телеканал «Культура» русскоустинцами, и ну, вообще это как бы вот эта культура русскоустинцев, вот этот феномен всегда интересен на федеральном уровне. И ну вот с телеканалом «Культура», с телеканалом «Звезда» тоже у нас есть договоренности. У нас как раз-таки в рамках подготовки к столетнему юбилею к 2022 году мы получили федеральное финансирование и заключили определенные обязательства с телеканалами федеральными, с телеканалом «Культура», телеканалом «Звезда» о ну, вот, трансляции цикла передач, которые вот снимают у нас именно документальные фильмы о Якутии, о различных направлениях развития нашей республики. И также ну, вот, нашим конгресс-центром готовится трансляция и подготовка съемки документальной такой обширной передачи на нашем регионе на телеканале на телеканале «Россия-24».
очень хорошо. Вот, да, это, наверное, обязательно нужно, потому что у нас столько мероприятий культурных, да, происходит. И вот, Владислав Валерьевич, и в прошлом году вот самые яркие, скажем, события культурной жизни нашей Якутии, и, в целом по России, вот на ваш взгляд, как бы ваш рейтинг. Так, рейтинг, ну, вот я уже сказал, у нас достижения в библиотечной сфере, очень много позитивных изменений. Конечно, у нас вот третий год реализуется национальный проект культуры. Это, ну, впервые он как бы начался вообще, и очень большие ожидания у нас. Мы сейчас лидеры по созданию модельных библиотек на Дальнем Востоке. Получили в прошлом году, получается, 5 субсидий за счет федерального бюджета. В этом году у нас 4 субсидии уже есть от федерального бюджета, и еще 5 за счет республиканского появится. Это новые стандарты обслуживания библиотек. Из событийного ряда, конечно, у нас все-таки как бы немножко наша активность уменьшилась, да, ну вот СЭХ, допустим, национальный праздник тоже мы проводили впервые в онлайн формате. Конечно, очень большая активность была, но были и определенные тоже трудности и сомнения, и в том числе у, ну, тех, кто привык в традиционной форме проводить это празднование. У нас, тем не менее, вот более 1500 участников только конкурс был по СТФу, то есть те люди, которые сами непосредственно участвовали в конкурсах, там конкурс игры на хомусе, конкурс запевал, конкурс национального костюма и так далее. Международный кинофестиваль тоже мы провели, достаточно так скомканно, как раз таки у нас начинался период изоляции. В марте мы начали, его как бы объявили, тут же сразу же у нас пошел, получается, как бы закрытие всех наших площадок. Часть гостей прилетели, часть гостей нам пришлось отправлять, все равно мы понесли расходы, как бы, ну вот есть такие вот определенные организационные трудности, которых нам не удалось избежать. А вот, Владислав, вы также и литератор, писатель. Вот, в литературной жизни какие произведения вы отметили из наших якутских, а, ну, якутской литературе? Ну, мне не удается все прочитать, я больше вот, конечно, как организатор принимаю, да, и мне, конечно, очень понравился курс, который впервые проводился, всероссийский конкурс, межрегиональный конкурс писателей литературы на языках коренных малочисленных народов Севера. Там не только были языки коренных малочисленных народов Севера, там и на русском языке были произведения, ну, соответствующей тематики. И также на якутском языке были по данной тематике. И очень большое количество участников было, там больше 240, больше 240 работ поступило по разным номинациям. Я просмотрел все работы по номинации драматургии, но там их как бы не очень много было ожидаемо. Тем не менее, мы определили тоже первое, второе, третье место. Конечно, очень интересный формат работы. И хочу тоже еще проанонсировать, у нас наша организация музейный комплекс «Россия. Моя история» получил грант на проведение школы драматургов на языках коренных малочисленных народов Севера. Вот сейчас мы этот проект будем организовывать, ну, что-то будет интересное. Там предполагается, что будет и мастер-класс, и обучение, очень хороший грант, такой, ну, солидный грант, который может позволить себе реализовать на высоком уровне. Поэтому так отвечу, у меня как бы, ну вот, больше я как бы со стороны, с изнанки вижу часть наших творцов, чем, ну, собственно, их произведений. Не всегда удается со всеми ознакомиться. Ага. Вот, Владислав, как раз вы упомянули музей «Россия. Моя история».
Вот из музеев, да, как музеи вот перестроились или подстроились под эту новую ситуацию? Мне кажется, им было очень сложно что-то изменить и, в общем, на ходу, да, привнести что-то новое. А вот как-то я общался вот с директором музея краеведческого Николаем Бугаевым, вот, хотя они тоже, в общем-то, ищут как бы креативные какие-то решения вот этой ситуации. Вот ваша оценка. Ну, по музейным учреждениям, конечно, у нас вот музеи и театры, культурно-досуговые учреждения, они в основном, конечно, на свою деятельность получали доход из внебюджетных источников. И в этом отношении, конечно, у нас все вот внебюджетные источники тоже подкосились. Если театрам еще была оказана помощь, они автономные учреждения, была специальная поддержка от финансово-кредитных организаций, то по музеям, которые в основном являются ГБУ, государственным бюджетным учреждением, у них как раз-таки им не удалось получить такую помощь. И, соответственно, вот все их проекты вот так вот как бы свернулись тоже в онлайн-формат. И, ну, можно сказать, вот по музейному направлению у нас было хорошее достижение, связанное с тем, что у нас появился вообще впервые еще тоже как бы не широко рекламировано виртуальный гид с эффектом дополненной реальности в Национальном художественном музее. Это тоже был конкурсное мероприятие в рамках нацпроекта. И они выиграли еще один конкурс тоже на создание такого виртуального гида в галерее Афанасия Осипова. Это мероприятие вот в этом году состоится. Ну, вот тоже как бы виртуальные такие форматы продумываем. Сейчас доступ в музей открыт. Конечно же, посещаемость снизилась, но нас радует, как бы постоянно есть посетитель, конечно же, это в основном дети, семьи с детьми, и ну, вот порядка там, допустим, 70-80 посещений в крупных музейных учреждениях у нас в неделю происходит. И, ну, конечно, основная функция музеев – это не только работа с посетителями, основная функция музеев – это, конечно, сохранение ценностей, поскольку ну, вот, необходимо обеспечить определенные условия для этих ценностей. И здесь в этом отношении, ну, можно сказать, что с пандемией особо ничего не поменялось. Люди как работали, так и работают. Единственное, что, конечно, ну, вот экономическая ситуация тоже негативно сказывается, поскольку ну, не все у нас учреждения обеспечены необходимыми условиями работы. И, допустим, вот по музею Ярославского тоже там сейчас очень сложная ситуация, поскольку сам музей, само здание находится тоже на самом деле, хотя выглядит очень хорошо, там есть определенные технические сложности, сваи гуляют, поскольку там ну, вот есть подтопление, регулярное подтопление соседних участков, и в связи с этим там вот у нас образовалась трещина, по которой ну, вот этот памятник архитектуры нам нужно даже ограничивать доступ в него. И в итоге нам придется в ближайшее время вот искать время для временной экспозиции и для размещения фондов. К сожалению, ну, вот такие вот у нас есть сложности по музейному делу. А, хорошо, вот да, вот вы обрисовали ситуацию. На самом деле есть и положительные стороны, и остаются те же проблемы, да, хозяйственные, проблемы финансовые и так далее. Конечно, это не сразу все решается. Вот как вы видите будущее? Ну, мы говорим медиа, когда говорим медиа, мы включаем туда и кино, и театры, и новые медиа, мы включаем традиционные средства массовой информации. Да. Вообще, вот каким вы видите вам будущее? Потому что вы как раз занимаетесь вот, практической работой, да, управлением, организацией, и в то же время вы изучали культурную индустрию именно с точки зрения науки, да, вот научный подход. Поэтому мне тоже очень
важно ваше мнение. Каким вы видите будущее медиа? Потому что мы этот вопрос обсуждали а, профессором Дзолошинским, тоже вот у него очень интересные тоже были как раз замечания, взгляды, каким мы видим мир будущего, медиа-мир, можно так сказать. Ну, вообще, культурная индустрия как понятие, оно как бы не совсем позитивной коннотацией обладает, как научное понятие. Да? Изначально в него вообще негативный смысл вкладывали создатели этого понятия. А сейчас оно очень распространено на всех уровнях дискуссии, сейчас широко пропагандируется, часто вот в политическом плане тоже используют, иногда даже без, ну, не в том понимании, в каком на самом деле оно есть. И ну вот, важно еще также различать, допустим, культурные индустрии, креативная экономика, творческая экономика, креативный сектор. Там ну, много есть таких смежных понятий, которые на самом деле обозначают разные явления. Часто забываем, и тогда нет даже как бы договоренности на самом деле, каким образом нужно понимать вот данное явление. Ну, в целом, это крен в сторону коммерциализации. То есть культурная индустрия, допустим, ну, вот, как скажем так, в современном состоянии культурологии воспринимается производство культурных продуктов. То есть культурная продукция, она обладает какими свойствами. Это должно быть массовое производство, должно быть коммерциализированное. Допустим, креативная экономика, креативное производство – это вообще ну, изначальное понятие, которое обозначает производство, любое производство связано с интеллектуальной собственностью. То есть, если нет интеллектуальной собственности, то, собственно, нет креативной экономики. Это получение дохода именно от того, что используется интеллектуальный труд. И в этом отношении мне на самом деле очень нравится подход, который у нас сложился в республике. У нас, вы знаете, была принята такая стратегия в этом году, и в соответствии с ней ну вот, была такая организация развития Якутии, которая сейчас реализует, собственно, положение этого концептуального документа. И они исходят из того, что креативный сектор, он может быть повсюду. Да? На самом деле элемент креативности, он может быть во всем, что производится. Все, что нас окружает. Вот мебель, потолки, полы, да, вот все. Все, что вокруг производится, там может быть какой-то элемент креативности. И они сконцентрировались на этом. Что нужно помочь нашим традиционным производствам перезагрузиться, в том числе в плане маркетинга, с помощью специалистов из креативных технологий. То есть это, собственно, реклама, упаковка, подача на рынок и в том числе представление на рынке, собственно, нашей традиционной продукции. Это касается там и транспорта, допустим, авиакомпании, там ГОР, это крупные там наше пищевое производство, там хлебокомбинат, молокозавод, ну, вот, как бы включить в свой сектор производства коммерческие направления, креативные направления, которые позволят им выйти на новый уровень производства. И вот в этом отношении какое место занимает журналистика? Надо понимать, что, допустим, ну вот есть классификатор, допустим, креативных индустрий, который включает в себя издательское дело, средства массовой информации, но это не совсем то, как понимаем его мы, потому что
за рубежом, ну, вот, в частности, вот креативная индустрия, это понятие пришло к нам из англоязычного мира, где, ну, собственно, нет вообще понятия культурологии, там культурные исследования, немножко другой такой практикоориентированный подход вообще к этим явлениям. И вот медиа, они тоже там коммерциализированы. То есть там нет понятия, да, там, можно анализировать, там, они, собственно, не зависят так напрямую от учредителя, как, ну, собственно, у нас. И здесь нужно тогда разделять, как бы, дифференцировать те медиа, которые у нас есть, ну, вот, учредитель, который государство или муниципалитет, который доводит определенное задание до этого издательства, до этой редакции, то перечень тех работ, которые они должны выполнить. И, собственно, вот те коммерсанты, которые направлены на создание свободного рынка прессы. Поэтому, ну вот, на самом деле потребность в качественной журналистике, она всегда была и всегда, наверное, останется. Вот мы сейчас в своей работе, ну, каждый человек, наверное, с этим сталкивается, нужны какие-то ориентиры. Нужно понимать, что вообще в мире происходит, куда мы движемся, как меняемся. А журналистика – это все равно, ну, грубо говоря, это дилетантский подход, да, профессиональный называют. То есть нужны такие профессионалы, которые подскажут, дадут ориентиры, в каком направлении развиваться. И по любому направлению, конечно, вот есть тоже и качественные платные подписки, и такие предложения, я уверен, ну, все, наверное, получают, да, а вот на какую периодику нужно подписываться. Нужно понимать, что вот это сейчас очень дорогое удовольствие, это коммерческое направление, которое, ну, очень дорого стоит, высокопрофессиональный журнал, благодаря которому ты будешь как бы находиться всегда в тренде и развиваться. Это касается любой области, экономики, физики, юриспруденции, потому что, ну, жизнь меняется, не стоит на месте. Сейчас вот мы особенно, наверное, ощущаем, насколько быстро все эти вот изменения происходят. Даже если мы к ним не готовы, даже если мы их не осознаем и не готовы их принимать, все равно изменения происходят. И вот периодика такая, она очень востребована, очень нужна. И я, пользуясь случаем, хочу еще раз рекламировать услуги библиотечных учреждений, поскольку вот наши библиотеки, многие даже не знают. Они предоставляют подписку Litres, благодаря чему как бы можно как через электронный билет заходить, пользоваться этой подпиской и иметь доступ к тем изданиям, которые вот есть в Литресе. И, собственно, ну, получать самые современные сведения, самые последние сведения совершенно бесплатно. Для библиотеки идет счет пользователей. Это просто не клондайк для любого человека, да, который специализируется можем широко об этом говорить, потому что нам все наши сервера просто обвалятся, если как бы мы очень слишком широко будем рекламировать. Наши технические возможности пока еще не позволяют удовлетворить запросы всех желающих. А на самом деле это вообще уникально. Я тоже захожу, иногда пользуюсь. Действительно уникальная такая возможность получить необходимую литературу, потому что литература, она не стоит на месте. И, конечно, с ужесточением авторского права в интернете все меньше и меньше, вот, как бы, ну, скажем так, сворованной, грубо говоря, литературы. Любая литература, она, конечно, потом проверяется, откуда шла, есть ли права на распространение этой литературы. Поэтому ну, вот, воспользуйтесь тоже такой возможностью. Библиотека, собственно, от этого получает количество посещений. То есть, находясь у себя дома, вы становитесь тем абонентам, которые вот посещает и обеспечивают посещение. У нас идет сейчас счет на посещение, и именно количеством посещений мы отчитываемся по исполнению нацпроекта. Хорошо. Значит, Владислав Валерьевич, вы так
обозначили, мне кажется, очень такие темы, дали характеристику ситуации с культурой и с медиа в нашей республике. А теперь, наверное, мы попросим наших магистрантов задать свои вопросы. Вот, уважаемые магистранты, кто начнет, пожалуйста. Меня вот такой вопрос интересует. Вот спасибо большое, что вы пришли с нами пообщаться. Вот как, по вашему мнению, почему так происходит, что вот в интернете у нас все-таки не самое лучшее, что может быть, и вот то, что печатается, ну это такой ужасный язык, и вот это вот даже напечатано, но иногда выходит на какие-то большие мероприятия, что ли, и вот, ну, как-то страшно от этого всего делается, что это вот просто тексты, в которых не вложена душа. То есть это звучит в музыке, как вот китайская наша караоке, что ли, вот что-то вот такое жуткое. От чего это все-таки происходит? Хотя вроде бы же много информации, а она вот почему так-то подается? Мы же все вроде учимся, как говорится, понемногу, и все шагаем в ногу, а получается, что как-то не так. Спасибо за вопрос. Ну да, вот пандемия, наверное, тоже в какой-то степени, мне кажется, ударит вообще по уровню образованности, да, и, ну вот, собственно, видите, да, каким образом у нас происходит вообще процесс образования, и мне тоже становится страшно, и вот особенно это, конечно, в большей степени касается сферы искусства, поскольку ну вот у нас как бы обучение же, что называется, там, из рук в руки, из ног в ноги, да, то есть Да. обучение профессионалов. И здесь у нас, возможно, даже будет какой-то провал. Вот есть такое ощущение, что у нас будет провал. Вот, допустим, тоже я преподаю иногда, да, меня иногда просят сейчас вот с помощью как бы дистанционных технологий тоже вот новые формы осваиваю, видеолекции, допустим. И ну, те работы, которые присылают студенты, которые, ну, вот, скажем так, первое образование получают, но иногда ужасаешься, какого уровня вообще человек закончил школу, поступил в университет, каким образом он вообще прошел отбор, как он попал в университет, ну, как бы сразу возникает масса вопросов. Но здесь, наверное, дифференциация, к этому подталкивает нас общая система. Ну, конечно, мы можем сопротивляться, как вот какие-то единицы, да, ну, те, кто осознают это, но в целом, как бы, процесс, видимо, идет к тому, что произойдет дифференциация, в том числе по образовательному уровню. Что здесь вот можно сказать? Ну вот мне, наверное, сложно что-то сказать. Это вот в большей степени, конечно, касается системы образования. И у меня дети тоже, вот, допустим, в школе учатся. Ну, удивляешься, какие учебники. Ну, такие учебники, на которых ну, сложно представить, чтобы нас обучали на таких учебниках. И, наверное, определенные были плюсы системе, которые мы получили, и среднее образование, и высшее образование. Это, наверное, все-таки как бы вопрос к системе образования, поскольку качество, ну, собственно, и общего кругозора такие оставляют желать лучшего. Так, наверное. Спасибо. Так, спасибо. Владислав Валерьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер, рада вас видеть. Спасибо большое. Вы рассказали о самых разных проблемах, которые у нас оказались в связи с пандемией. Но у меня такой вопрос, который, наверное, тоже вам очень близок, потому что это вопрос чисто литературный, писательский наш с вами интерес. Вы знаете, что ну, вы как бы не затронули эту проблему, потому что, может, она не напрямую, может, не касается Министерства культуры, но это проблема сейчас нашего книжного издательства, да? У нас сокращаются тиражи,
у нас сокращается как наименование, перечень выходящих книг. И вот столкнулась с тем, что, оказывается, сейчас у нас даже нет такого понятия, как обязательный экземпляр. Раньше, если у нас выходила книга, детская книга, она обязательно поступала в все библиотеки школ. Сейчас сказали, нет, а сейчас в электронном виде. Но извините, если этот ребеночек зайдет в библиотеку и будет смотреть по полкам, он книги-то не найдет, в электронную библиотеку он может и не полезть. И, соответственно, уже вот этого читателя мы где-то можем потерять, да, на начале. И как, ну, должна сказать, что у многих моих коллег всегда, ну как, выходит книга и говорят, да, я вот выпустил книгу, как хорошо, там, это здорово. А вопрос-то стоит в том, а кто будет читать эту книгу и будут ли читать. И вот вы много сейчас говорили, что о коммерциализации, да, культурных этих явлений, но недавно тоже читала интервью с одним писателем, по-моему, литературной. Он говорит, что хотел написать произведение, роман такой философский о жизни, поразмышлять, а ему говорят в издательстве, нет, мы такой роман издавать не будем, ты его будешь читать, давай пиши там о том, как легко, как хорошо, как все у нас на позитиве. Вот. Как в этом случае, ну, вы, наверное, может быть, тоже находитесь в таком же состоянии, как быть-то нам вот таким, которые пишут все равно не, ну как, не одевая розовые очки, скажем так? Спасибо за вопрос. Ну вот у нас действительно есть очень хороший опыт субсидий на издание социально значимой литературы, и благодаря ей вот многие наши литераторы вообще увидели, смогли издать свои издания впервые, выйти в свет, да, и в то же время многие регулярно публикуются за счет как раз-таки вот этой субсидии. У нас перманентно возникает вопрос о, в общем, этой субсидии и ее секвестировании. Тем не менее, у нас объем сохранился и в прошлые годы, к сожалению, не увеличивается, остается на одном уровне. И сейчас, в настоящее время, у нас происходит процесс, когда меняется порядок выделения этой субсидии. Должна ли она идти без конкурса в наше национальное издательство, или же она должна происходить на конкурсной основе, где в конкурсных условиях должно быть прописано предоставление обязательного экземпляра в библиотеке, поскольку, ну, если это субсидируется из бюджета, то одна и та же книга не может продаваться два раза, да, то есть библиотека потом не должна ее выкупать. Вот у нас сейчас идут дискуссии с издательством, мы буквально вот вчера эту тему обсуждали, позавчера, буквально вот как раз в этот момент. Министерство связи подготовило проект нового порядка выделения данной субсидии, мы будем его согласовывать, и у нас есть своя согласие с национальной библиотекой. Действительно должны быть конкурсные условия, и надо сказать, что библиотекари вообще лучше всех знают действительно, какие книги у нас читаются. У нас есть книги, которые зачитывают до дыр, где очередь стоит просто вот на наших местных авторов, которые тоже издают в каких-то, допустим, издательствах. Издательств тоже много, этих типографий тоже много, да, они свободно могут за свой счет что-то издавать и потом продавать. И вот есть такие издания, которые пользуются большой популярностью. Ну, здесь вот должны быть конкурсные какие-то условия, и хотелось бы, чтобы была поддержка и дебютных начинаний, и поддержка классики, поскольку классика тоже у нас всегда зачитывается до дыр. Есть тоже определенный, допустим, творчество Николая Лубова, хотя вот он у нас как бы, ну, признанный народный писатель и издается, но он не издается в бичике почему-то, да, вот есть как бы определенные тоже такие вот как бы подводные камни, которые на самом деле читателю важно обеспечить доступ к качественной литературе, неважно, каким образом до него эта литература дойдет, главное ему обеспечить этот доступ. Поэтому, ну вот, в связи с этим порядком будет распределение уже. Тоже у нас каждый год собирается комиссия, которая определяет перечень тех или иных
изданий, и идет глава там часто в этих заседаниях. Ну, вот у нас есть определенный голос, но как бы мы в комиссионным путем определяем, какие издания будут изданы, увидят свет. Спасибо большое. Хочу, пользуясь случаем, показать. Недавно у нас был народный писатель, стал Егоров Василий Назарович, наш последний, ну, как бы присвоил звание. Когда я решила написать о его творчестве статью, я искала его книгу на русском языке, я ее нашла. Вы увидите, в каком она состоянии, смотрите. Вот она вся зачитана до дыр. 2000 год, перевод Владимира Николаевича Федорова. Я надеюсь, что все-таки его книгу теперь хотя бы издадут на русском языке, тоже появится. Спасибо. Ну, вот часто такая возможность. Это не только я о нем говорю, а вообще, что есть такие книги, которые нужно, как вы говорите, читать, а их нет. На абонементе, по крайней мере, только в читальном зале. Да, и вот часто, к сожалению, Спасибо. возможность издать такие книги у нас удается только по юбилейным датам. То есть смотрим, у кого какой юбилей, и вот чтобы как бы тоже ну, автор и получил тоже возможность вот, переиздания своих произведений. Конечно, ну, вот в связи с тем, что возможности не все не позволяют все пожелания вместить, поэтому вот идет какая-то приоритизация, какая-то очередность. Здравствуйте, Владислав Валерьевич, Олег Гаврилович, однокурсники. Меня зовут Олеся Сосина. Ой, давайте я видео включу, а то... Да, пожалуйста. Ага. С Владиславом Валерьевичем я, получается, познакомилась на конференции, помните или не помните, в ДК Кулаковского проходила конференция по древо жизни 2 года назад. Ага, я подходила. Ага, и сейчас вот спустя 2 года являюсь блогером, и в этом году хотела у вас спросить, собираюсь на, ну, как сказать, на путешествие по республике для того, чтобы сделать, ну, показать людям, чтобы молодежь делала свое древо жизни. Ну, правильно, ну, как бы. И там тоже выступала, ну, сама выступила и сказала, типа, молодежное крыло, хочу... Ну, обычно же родословную делают люди в возрасте. Ага, и как красиво, ну, не то, что красиво, с другой стороны преподнести, вот именно, чтобы молодежь оформляла свое древо. Ну, хочется от вас тоже совета. Сейчас вот мы оформляем на вот такой трип. Угу. Вот такой вопрос, совет. Что сказать, как мы можем популяризировать? Популяризировать, наверное, опять же, вот с помощью современных средств, через социальные сети, через какие-то посты, какие-то хэштеги. Ну вот я, честно говоря, вот в этих технологиях не очень хорошо разбираюсь, но я думаю, что вообще тема способна заинтересовать очень многих, поскольку как раз-таки сейчас очень важно понимание своих корней, и вот этот вопрос, я думаю, он актуализируется в целом для нашего населения. У нас все вот эти вот форумы родословия проходят при большом аншлаге, всегда очень большая активность. Конечно, у нас есть тоже определенные организационные моменты, есть определенные трудности, да, связанные с тем, что ну, вот общественная организация тоже не всегда у нас вот как бы с нашими соорганизаторами со стороны бюджетной организации, они синхронизируются. Есть там некоторые такие шероховатости. Но тем не менее у нас Национальная библиотека очень заинтересована поддерживать это направление. Сейчас у нас совместно вот с порталом «Культура Якутии» есть из сферы, я так понимаю, представители, они делают различные ролики, как, допустим, там подоить корову, как там туесок там смастерить своими руками. Ну, вот, то есть такую информацию собирают, как провести алгыз, там, ну, вот, это касается, конечно, якутской национальной тематики, но и по другим тоже направлениям. И вот они прямо очень активно сейчас там работают, может быть, с ними как-то вам сконтактироваться, и в этом отношении тоже популяризировать именно проведение такой работы по созданию родословной. Как это может быть? Ведь люди же очень красиво делают, очень интересно, познавательно, в разных формах, там чуть ли там скульптурные композиции, там ковры вышивают, всякое разное же. Вот когда у нас, допустим, вот эти смотры проходят, и прямо
очень востребованы, да, и разные интересные формы. Делиться опытом. То, что вот люди собирают, потом, опять же, не все же это видят. Вот как это сфотографировать, как это подать, упаковать и заинтересовать людей. Сейчас с социальными сетями и больше возможностей на самом деле найти своих родственников. На самом деле, вот многие годы у нас же не было такой возможности там, на самом деле, проследить, вот, где сейчас человек находится, чем он занимается, найти его контакты. А с развитием интернета вот у нас такие возможности появляются, поэтому надо их как-то использовать, популяризировать. Если хотите, я могу вам потом тогда контакты дать, тех, которые занимаются вот этим порталом «Культура Якутия». Спасибо. И можно будет с ними, да, как-то пообщаться. Ага, спасибо Я большое. вот, честно скажу, я еще параллельно на совещании сидела, да, но у меня тут возник такой вопрос, да, по линии, здравствуйте, Владислав Валерьевич, по линии Министерства культуры, да, вообще вот для журналистов какие-то бывают вот программы по обмену, да, тот же там вот по шедеврам ЮНЕСКО, либо по линии ЮНЕСКо, там какие-то вот бывают программы интересные именно вот в сфере СМИ? Так, ну программ нет как таковых, да, есть, бывают конкурсы. Вы знаете, что у нас бывают конкурсы, и вы тоже в нем участвовали, которые касаются тематических годов, которые вот объявляются по России, по Республике Саха-Якутия. Мы очень надеемся, что следующий год действительно будет объявлен годом народного искусства и нематериального наследия. Мы очень все это ожидаем. 2022 год, год столетия республики, и как никогда вот как раз-таки очень подходит такой год на уровне Российской Федерации. Здесь мы прямо готовы уже занять какие-то лидирующие позиции и какие-то приоритетные практики показать, вот, продемонстрировать всей России. И в этом отношении мы будем проводить конкурс, который тоже будет стимулировать вот как раз-таки освещение деятельности вот в этом направлении. А обменных у нас, ну вот, к сожалению, нет. Может быть, Министерство связи курирует вот это направление. У них же есть отдельный департамент по работе с печатными СМИ и со средствами массовой информации. Может быть, они больше, как бы, больше информации владеют. Иногда у нас бывает обучение для пресс-секретарей наших подведомственных организаций, но это только для тех, кто специализируется в области культуры и искусства и работает в нашей системе. У нас пресс-секретарь Наталья Чемашкина, вы ее, наверное, знаете, вот по всем вопросам сотрудничества, освещению нашей деятельности, вот можно с ней контактировать. Хорошо, спасибо. У нас очень хороший специалист, пресс-секретарь нашего ведомства, профессионал тоже, у нее образование, по-моему, связано с пиаром тоже, и она и пиаром занималась тоже, предвыборными кампаниями, и ей удается как бы выстроить работу нашего ведомства очень так целенаправленно. Хорошо. Так, пожалуйста, еще вопросы. Юлия, у вас нет вопросов? Юлия, Наталья. Так. Наталья, у вас есть вопросы? Да, здравствуйте. У меня очень много вопросов. Пожалуйста. У нас еще минут 15-20 есть. Пожалуйста, Наталья. Так, я читала статью Владислава Валерьевича под названием «Национальная киноиндустрия Республики Саха-Якутия. Динамика и приоритеты культурной политики». Она выпускалась в 2016 году. Там был момент о сезонности производства кино. То есть как бы здесь было написано, что у нас в основном кинопроизводство начинается летом и продолжается довольно короткий промежуток времени. Согласны ли вы сейчас с этим утверждением? Спустя 4 года. Так, ну вот сейчас как раз-таки у нас группа уже более как бы так специализирована на тематике кино. Нужно понимать, что вот команды, которые формируют
кинопроизводства, они собираются у нас под конкретный проект. То есть проект, у него есть начало, у него есть конец, они собрались, специалисты из разных областей вместе сняли этот фильм, смонтировали, запустили его в прокат, и они уже как бы расходятся, их миссия выполнена. Они потом собираются уже в других командах. Сейчас, конечно, у нас уже больше такая профессиональная деятельность в этом отношении, и буквально вот за несколько лет очень быстро это все меняется на самом деле. Вот вы знаете, Дмитрий Давыдов тоже ушел из школы, да, он был директором сначала Амбинской школы, потом ему было совмещать тяжело в селе, в Амбинском районе, да. Он стал учителем, просто учителем литературы, вот вел свой основной предмет, отказался от директорства, чтобы заниматься кино. А сейчас он вообще ушел из школы и как бы ушел, получается, в середине учебного года. И, ну вот, как он сообщает, что вот будет заниматься только своим любимым делом, уже как бы не создавая там сложностей для учебного процесса. Ну, надо сказать, профессионализация. А изначально у нас съемочные группы, вы помните, они складывались на базе театральных труп. Это в основном были ну, наши артисты театров, артисты цирка, которые собирались как раз-таки в отпускной период, могли ну, вот, определенное время заниматься вот такой деятельностью. Еще есть второй вопрос у меня по поводу цифровизации музеев и театральных спектаклей. Получается, у меня такой вопрос, не приведет ли вот цифровизация к отсутствию, допустим, тех эмоций, которые человек испытывает, находясь уже непосредственно в помещении того же музея или в зрительном зале театра? Конечно, это совсем другое впечатление, и здесь тоже, видимо, процесс будет двигаться в сторону ну, вот, развития таких форм элитарных, да, скажем. Ну, театральное искусство, оно все равно это элитарное искусство, которое не всегда рассчитано на массовую аудиторию, а на определенную публику рассчитано. Поэтому театр, конечно же, не вымрет в условиях цифровизации, он станет, возможно, еще более востребованным, еще более, скажем, ну, вот, ценным в материальном и в духовном плане, поскольку через театр, через вот, когда непосредственно идет живое общение артиста и зрителя, конечно, это не может заменить никакой видеоэффект, да, никакой вот искусственный разум. То есть останутся, конечно же, вот цифровизации, в то время как возрастает потребность в специалистах, которые могут обеспечивать ну, вот, технологическое совершенство, в то же время возрастает ценность тех профессий, которые не могут быть заменены роботами. И ну, это будет дальше тоже усиливаться, потому что по каким-то направлениям робот не может, конечно, заменить человека. Живое общение оно не может заменить искусственное общение. Общение через средства коммуникации. Здесь, скорее всего, очень важна роль старшего поколения, которое оно еще помнит те бесценные моменты, которые они проводили в музеях. То есть если они будут это внушать своим детям и внукам, те тоже будут это поддерживать. Потому что сейчас в связи с вынужденным, как сказать, переходом вот в цифровые технологии, да, вдруг, допустим, подростки, дети, они привыкнут уже к этому. То есть ты никуда не должен выходить, ты можешь это спокойно посмотреть из дома. Как бы это все не потерялось у нас. Ну, смотрите, здесь вот как бы важно, что цифровизация, она не может заменить ну, нашу как бы реальную жизнь. Да? Если, допустим, мы проводим цифровизацию фондов, то это не означает, что мы должны оставить только электронные копии, да, все остальное собрать как бы и сжечь.
Не для этого делает цифровизация. И надо сказать, что цифровизация, она хуже сохраняет, чем, допустим, вот бумага. Цифровые копии документов, они хранятся хуже, чем на бумаге. Бумага, она дольше сохраняет на самом деле. Потому что вот эти цифровые копии, их тоже нужно там копировать, их там нужно какие-то средства защиты. Все, кто работают, допустим, ну, с цифровыми технологиями, понимают, что вот эти вот копии документов, они тоже не вечны. Они имеют свой определенный ресурс жизненный. И их тоже нужно постоянно обновлять. Поэтому очень большой вопрос вообще, насколько то же самое касается, допустим, пленки. Вот пленка, она лучше сохраняет видеоинформацию, чем цифровые копии. Поэтому вопрос даже не только как бы возможности восприятия, а вообще возможность сохранения наследия. Здесь тоже как бы возникает такой вопрос. А еще такой момент. Вот, допустим, вы далее упомянули по поводу финансирования кинопроизводства в республике, да? И наверняка есть какой-то процент именно заказа государственных фильмов на базе нашей республики, да? А если, допустим, вот обычный человек, который далеко не режиссер профессиональный, но он решил снять фильм, он может как-то обратиться к вам за помощью финансов? Да, у нас есть конкурс, он до этого тоже проводился, потом у нас был какой-то период, скажем, отсутствовал этот конкурс. Это конкурс на получение субсидий на кинопроизводство. В прошлом году он был возобновлен, он проводился в форме питчинга, мы публиковали объявления, до 8 декабря собирали заявки, и далее уже конкурсная комиссия рассматривала все эти заявки и определяла победителей. То есть была такая конкурсная основа. Там участвовали различные тоже группы, уже сложившиеся, еще только как бы инициаторы проектов, которые только собираются набирать команды. И ну вот получается, доведено это финансирование по нескольким номинациям. И там как раз-таки выделены те приоритеты, которые мы считаем очень важными. Это детское кино, это документальный фильм, это авторское кино и дебютное кино, и вот, национальный фильм тоже. И еще отдельная тоже номинация по нашей якутской классике. Это тоже очень важно. И вот эти вот направления, они считаются приоритетными, они задают как бы, ну вот вектор, собственно, в каком направлении должны представляться кинопроекты. И, ну, действительно хорошие проекты. Надеемся, что все они будут реализованы. И такой же конкурс мы планируем проводить ежегодно. Вы знаете, что глава дал поручение правительству Республики Саха-Якутия ежегодно изыскивать не менее 80 миллионов рублей на развитие киноотрасли. Мы очень надеемся, что вот в прошлом году, получается, на конкурсной основе распределяли 20 миллионов рублей. Мы надеемся, что в этом году сумма станет еще больше. Так. Спасибо большое. Так, спасибо. Владислав Валерьевич, мне кажется, очень интересный разговор у нас состоялся. Большое вам спасибо. И мы пожелаем вам успехов в вашей работе и осуществления всех планов, чтобы у нас культура процветала, как говорится, и вам тоже конкретно вот творческих успехов в вашей журналистской, писательской деятельности. Еще раз спасибо. Спасибо за интерес, да, спасибо за интерес, за вопросы, за беседу. И, конечно, я тоже вот лично разделяю многие вот ваши мнения, ваши тревоги. Действительно, как бы мы стоим на глобальных изменениях. 2020 год – это год такой перезагрузки для вообще всей человеческой цивилизации. И, возможно, вот мы уже пойдем развиваться другим путем. Мы должны, конечно, общими усилиями найти правильный путь. Спасибо. До свидания.